Доброго вечора на АТР «Вечірній прайм-тайм». Бугюнь, який ми проводимо протягом тижня щовечора, поки з 19 до 20:20. Зі мною в студії Наталка Якимович сьогодні. Так, я Осман Пашаєв. Так, це Осман Пашаєв. І Осман Пашаєв хотів втекти з цієї частини, але я його затримала. Я думав, що я вже набридся, бо цей ефір ми будемо називати Осман Пашаєв і його дівушки, насправді. Ну, зараз десь так і вийде, але просто історія в тому, що ми будемо зараз говорити про моду, про жіноче вбрання, але оскільки я не дуже добре знаю національне вбрання кримських татарів, тому ти мені потрібен тут як для... Як кримські татари. Як допомога, так. І у нас гостях Едіка Арімова, вона в нас дизайнер, і також Есма Аджиєва, вона радниця міністра культури. А що трапилося? Давай скажемо, цього тижня, або минулого тижня, здається, протягом цього тижня, в американському Возі, як американський Vogue, наймодніший журнал світу. Його діджитал-версії цифровій. Вийшли фотографії американського фотографа, так? Ні, фотограф наш з України. Але вийшли фотографії дівчат, кримських татарок в національному вбранні. І це автентичне, давнє національне вбрання, так? Тобто це не стилізований. Це реконструкція. Це реконструкція була. І це надподія, тому що потрапити в Vogue, навіть в національний Vogue десь в країні, це теж вважається престижним, так? Навіть в українському Vogue вийти десь. Возі. Навіть в українському Vogue. В українській журналі Vogue. Це все одно дуже престижно. А тут американський. От ми можемо подивитися, це от фотографії з журналу. От це в нас хто там? Ще знялась модель Евеліна Мамбетова, а це, напевно, ваша сестра, да, Еді? Це ваша сестра. Ні. А Евеліна ж так само відноситься до таких топових моделей, да, світових? Вона ж навіть не живе тут. Вона десь, де вона? Розкажіть. Вона везде. Да, літають. І вона навмисно задля цього прилітала в Київ? Так, просто совпало. Все сложилось удачно. Ось вона. Так, це Евеліна. Так, це от теж вона. Ви нам, напевно, розкажіть взагалі, як цей проект з'явився, так? Журналистка Ляна Саттенштейн, которая работает в американском Vogue. Она была на неделе украинской моды и предложила мне и фотографу Тасе Кудрик сделать съемку с крымскими татарами. Тася сейчас живет в Берлине, и поэтому у нас было всего лишь 4 дня, чтобы полностью организовать съемку, чтобы найти костюмы, забронировать студию. Все-все-все мы все организовали за 4 дня. Пригласили стилиста Надю Шаповал, пригласили мейкап-артиста Тереску Фраз. Ну и получилось, мне кажется, все очень достойно. І я так правильно розумію, що там же ж і написано не просто фотографії, а там є, типу, сама історія написана, так? Що це за костюми? Це американські модники, модниці можуть прочитати, що насправді там написана вся оця сумна історія, що дуже мало ваших національних костюмів збереглося. І про це хто скаже? Наверное, да, давайте о концептуальных вещах буду говорить я в данном случае, потому что, именно этим компонентом я занималась, да, вот в процессе этого, всех шагов в этом проекте. На самом деле, если говорить о самом названии, да, той публикации, я вот для себя тут еще раз, записала, чтобы грустная, богатая, полная надежд история, скрытая за крымско-татарской традиционной одеждой. Так Лиана назвала свою публикацию. Так долго. Долго на самом деле долго, и в то же время, длинное название, но оно настолько преисполнено смыслом, потому что для мирового глянца, для фэшн-журнала писать о трагических событиях в истории крымских татар, да, говорить о сегодняшнем дне, это дорогого стоит. Вот для меня это действительно, вы абсолютно правильно вначале сказали, это действительно, большое событие вот для нас, да, потому что меня очень тронул подход Ляны, потому что, по сути, человек, который живет в Нью-Йорке, да, абсолютно в своем мире, в большом динамичном городе,
И специализируется исключительно на фэшн, да, на Да, темах. это фэшн-журналист, да, которая, по сути, могла бы абсолютно, да, отнестись к этому легко, написать, вот прекрасные костюмы, посмотрите, какие они красивые, да, это крымские татарки, девочки, Ні, модельки, нічого и дивного, всё. Наталка. Коли ти з вечірки на вечірку, з показу на показ, ти можеш втомитися і шукати щось концептуальне. І вони шукають це в Африці десь, вони знаходять такі речі, да, коли розповідають через це про якісь інші історії, не тільки про моду. Чи завжди ВОК спеціалізується винятково? Вок насправді це більш спеціалізований виключно фешн-сторі. Да, так я выключно так. Потому что, ну, если говорить об истории ВОК, я прошу прощения, я так вклинилась, да. Если говорить о самой истории, по сути, самому изданию 125 лет на сегодняшний день, да. И, ну, так для своего понимания я смотрела, какова ее судьба, да, и вообще какая динамика происходила. И вот в связи со сменой главных редакторов, да, менялась политика, да, и, допустим, там, по-моему, в 90-е годы описывалась такая некая, ну, интересная перезагрузка, да, ВОК, когда модели на обложке всегда демонстрировали просто действительно, ну, дизайнерскую одежду. И приходя новый руководитель говорит о том, что да, давайте просто будем лица, да, публиковать, звезд. И концепция журнала в какое-то время очень сильно поменялась, да. И поэтому, ну, они пробуют, они постоянно действительно находятся в поиске. И на сегодняшний день, по сути, вот такая подача информации, да, та же история через призму вот тех вот переплетений, узоров, красоты, богатства. На самом деле это такой, ну, в моем понимании, на сегодняшний день хороший мировой тренд, да, потому что вот если даже ссылаться на один очень такой хороший источник, есть интернет-издание, это проект, на самом деле, большой европейский, «Креативная Европа», креативные студии, где они, ну, выкладывают постоянно, да, информационные блоки по поводу, ну, на предмет там результатов исследований. И вот на сегодняшний день такой общий мировой тренд, да, культура рассматривается, вот у нее есть два вектора, да. Первый вектор, когда культура рассматривается как само явление, да, и согласно исследований культура привносит в жизнь человека ощущение счастья, способствует тому, что сообщество становится более сплоченным, и люди вовлекаются в процессы. Да, и культура еще рассматривается исключительно как такой, ну, культурная индустрия, да, как бизнес. Вот. И тоже, извините, в развитых странах львиная доля ВВП, да, то есть на самом деле этот сектор именно приносит очень-очень много, ну, таких дивідендів. Бачите, насправді, от якщо говорити, це зараз українські вишиванки, і там завдяки Віті Кін їх почали носити голлівудські зірки, і це зараз дуже трендово, дуже модно, і продається в найкращих магазинах по всьому світу. І фактично ми, наприклад, розуміємо, при тому, що історія України і українців, вона теж була там драматична і трагічна, але тим не менше дуже багато на ринку антикварних речей. Ми можемо подивитися в музеях, які були ці вишивки там і так далі. От з кримськими татарами після от всієї цієї історії ясно, що люди не могли забирати з собою і не могли зберегти там в хорошому стані оці всі речі, які там навіть в селах на Західній Україні, звідки вивозили людей в Сибір, але все одно скрині залишалися, більшовики забирали собі це все там і так І далі. якась кількість людей все одно залишалася, тобто це було тотальне винищення. Так, так. І дуже багато цих раритетних речей, які навіть зараз можна купити за дуже різні гроші, вони не такі вже дуже дорогі. От костюми кримських татарок, вони збереглися в великій кількості, ці речи? К сожалению, нет. Есть информация, что на территории Украины находится всего лишь 4 костюма аутентичных, которые до наших дней дошли. Всего 4 костюма? Да, в основном аксессуары, которые были сделаны из серебра. Те, що забирали і не викидали. Да, к сожалению, то, что было из ткани. Ну, вот, например, моя бабушка... На увазі зараз в Україні на її підконтрольній частині чи про А де Крим вони теж? ці 4 костюми? Я не знаю, к сожалению, нет этой информации, да. Вот, например, моя бабушка рассказывала, что, ну, было настолько тяжелое время, у нее осталась феска, расшитая настоящим жемчугом. Ей пришлось поменять ее на лепешку хлеба, даже не из белого хлеба, просто из каких-то отрубей, чтобы выжить. Дія, а от розглядаючи зараз костюм, я там звернув увагу, я не знаю, чи Ріфат Бей, наш режисер, покаже нам ще раз цей ролик, в якому хочеться звернути увагу.
Оцей, ні, трохи пізніше буде. От на першому в ньому була Евеліна, це не Евеліна. Не в цьому я розбираюся. От цей, наприклад, ніяких запитань не викликає. Але от наступний ще зараз трошки, в якому була Еміліна Мамбетова, зараз ми побачимо, він трошки нагадує мені чомусь не Крим, а щось від Середньої Азії, навіть від Туркменістану. Чи це такий дизайнерський погляд був, чи це все ж таки дотримання аутентичних стандартів? От я про це й маю на увазі. Позвольте тогда здесь уже мне немножко мне включиться в разговор. Так, от потому він что- ще раз з'явився, оцей. Да. Так. На самом деле, как раз-таки этот костюм, это тот костюм, который был реконструирован на основании одного из старинных платьев, да, старых, которому порядка 130 лет. Мы очень бережно с этим платьем, да, обращались, потому что он практически уже тобто весь... воно да, є, так? Да. І це кримське. Да, да, потому что этот костюм, ну, видите, наш глаз привык, да, к Якому стандарту, да. стилизованным Дивіться, версиям. я ж не таким. стверджую про те, що для мене стандарт з'явився, це ще роки радянські, моє дитинство, коли приїжджає ансамбль Хайтарма, єдиний кримськотарський, Да, який да, радянська влада дозволила робити, і в ньому якісь костюми, щось, і це ми сприймали, як є стандарт кримськотарського вбрання. От, іншого ми не знали, да, і воно лише було на сцені. Тому, коли бачиш щось відрізняється, починаєш шукати, це незвичне, щось, це можливо щось Вот, інше. на самом деле это действительно реконструированный костюм. И немного предыстории. В 2016 году команда из числа переселенцев здесь, из числа крымских татар, в рамках реализации швейцарского проекта мы занимались реконструкцией костюма и созданием полной копии. Да, ювелирные изделия, которые создавались также к этому костюму, обувь, все составляющие компоненты, да, все части тщательно изучались. То есть, по сути, изначально мы как-то так легко отнеслись, да, к старту этого проекта, но потом понимали для себя, что это не просто технические реконструкции, копирование того платья, которое есть. На самом деле в команде были очень бурные споры, и наше великое счастье, что у нас есть наши мастера, наши специалисты, которые находятся в Крыму, и они нас постоянно поддерживали и проводили с нами онлайн-консультирование. Поэтому это результат вот такого годового, длительного, кропотливого труда, когда мы действительно реконструировали, ну вот, Що таке платье. реконструювання? Просто перешивається така копія. Да, копія. создание, да, точной копии, Тобто да, це с ви учетом... робили цю точно? Ні. А скажіть, а ця сукня, яку ви кажете, що їй там більше ніж 120 років, це чиясь сукня, чиясь збереглася, так? Нам ее любезно предоставил Рустем Скибин. У него есть платье, вот одно из вот действительно платьев, которое сохранилось, и второе платье есть у Рустемага Дервиша в Дервишеви. И я ездила в Бахчисарай, фотографировала все там тоненькие все эти нюансы, да, и все элементы для того, чтобы, ну, потом у нас была возможность... Еді, хочеш щось Да, додати? хочу добавить, что я веду группу на Фейсбуке Crimean Tatars и нахожу фотографии старые, там 1920-х годов, 30-х, 40-х годов. И на самом деле крымско-татарский костюм намного интереснее и разнообразнее, чем тот, каким мы представляем, да, в стандарте его. На что это танцовщицах, бархат, которые ходят, да, и золотое шитье. Просто это был, наверное, самый зрелищный, поэтому его использовали повсеместно. Но на самом деле в крымско-татарском костюме были растительные мотивы, были и платья, которые с полосками, да, с разными орнаментами. Так что он очень А в интересный, чому тоді разнообразный. робота виглядала от, як дизайнера в цьому? Просто вона була як куратором. Їй Да. запропонували. Я Тобто я розумію, що ви собрала всіх, позвонила. познайомилися з журналісткою, і ви розказали їй історію про кримських татар, і вона настільки перейнялась, що вирішила зробити цей проект і запропонувала. Тобто це такий комунікатор. І тому я хочу, Є комунікатор. Тобто тут як такого дизайну не було, да? Ні. Це просто копії, повністю копії всіх костюмів Да. автентичних, які були, і це і зараз вони зробилися. І там ювелірні прикраси деякі були справжні, Да. правильно Да, я розумію? пояса. Тут, ну, в этом тоже есть такой очень, ну, да, тонкий, чувственный момент, потому что платье, которому буквально год, да, реконструированная вот модель, и с этим платьем сочетание пояса, которому около 100, 94 до вот 100, вот мы высчитывали, да, приблизительно, мы тоже не понимаем точную дату, до 100, ну, вот плюс-минус, да. И по сути, вот между двумя этими изделиями огромная история, да.
трагическая Такие подии. история, да, депортация, когда этот поезд с хозяйкой уехал в Крым, потом ему было суждено, да, к счастью, вернуться ну, из Крыма, был депортированный, суждено ему было вернуться обратно, именно туда, где он был, по сути, создан. И вот сегодня он здесь, на материковой Киеве, да. Украине, в Киеве. От да, коли и- вийшов цей матеріал на сайті Вова? 6 числа. 6 числа, сьогодні у нас 11, да? 11, 5 днів. Чи маєте ви взагалі зв'язок з журналісткою? Як сприймається матеріал серед читачів, постійних читачів, а саме Фідбек, діджитал-версії? Да? може, Яка зацікавленість саме цим матеріалом? Я читаю комментарии, потому что очень много изданий перепостили эту статью. Очень много положительных комментариев, очень много положительных комментариев от заграничных читателей. Они рады, что такой журнал ну, печатает, издает такой материал, который интересен. Ну, это не просто платье, да, красивая жизнь, это все-таки какие-то важные вещи, и многие благодарят Лиану, что они узнали что-то новое для себя. Ну, в частности, это американские читатели. Тобто, я розумію, чому передрук відбувався там в «Українській правді» або в українських виданнях, тому що для України, ну навіть якщо це пов'язано з кримськими татарами, це щось, Це наше, це да, подієве. Да? От саме цікаво, американський читач, от йому це пропонується, і він із рубрики якою сприймає? Ну, от Ну, там, по-перше, там було написано, я правильно розумію, що в статті було написано про депортацію, про 44... Ні, давай ще можемо подробніше, докладніше дізнатися, про що написали в цій статті. Ну, написали Давайте, про... Да, я более структурно тогда попытаюсь просто рассказать, да, содержание статьи. Дело в том, что разговаривая с моделями, да, в процессе фотосъемки, ну, или там после фотосъемки, Лиана говорила непосредственно с ними об их судьбе, да, и поэтому в этой статье представлена история бабушки Эвелины, да, и вот представляя, в какой одежде, перечисляя крымско-татарские названия, кокуслюк, да, нагрудник, или там хушах, пояс, она еще параллельно писала о том, что вот ее бабушка, да, во время депортации, вот с ней происходили такие-то события, да, и говорила о достаточно грустных вещах. А сестра Идие говорила о уже этапе репатриации, да, когда, ну, кому-то, к счастью, да, ну, выпало такое счастье родиться у себя на родине в Крыму, и вот девочки рассказывали о том, как их социум не принимал в Крыму, и были такие неприятные моменты, связанные там с взаимодействием со сверстниками. І я да? тоді запитаю, а чи торкнулося тоді сьогодення? Тих подій, які уже після 2014-го, да, на самом деле вся оккупации, история, аннексии, так. да, то есть девочки говорили о своих ощущениях, как они себя ощущают здесь, находясь на материковой Украине, что ощущают их родственники, потому что на самом деле это реально нарративные вещи, да, это рассказы близких людей, бабушек, дедушек, и это достаточно такой, да, источник, ну, нарратив, он такой четкий. Так, і поки ми кажемо по Романелло, цей наратив виглядає як history, да? А як тільки ми виходимо на сьогодні, це вже politics. Тобто, Я же говорю, це настільки... Чи дозволив собі Волк говорити про політику, от, про сьогодення? Почему на сегодняшний день эта публикация имеет, ну, такой очень широкий резонанс просто в медиапространстве? По той причине, что это вообще не формат для Vogue. То есть и для меня Лиана и ее восприятие, вот как она через призму культуры смогла пропустить очень непростую историю крымских татар, это просто респект, да, то есть для меня это такой некий образец профессионализма журналистского, да, чувственного, проникновенного, когда она пыталась понимать, да, вот понять, ну, в процессе съемки, да, те коммуникативные какие-то вот, ну, объем информации, который она получала в процессе там, коммуникации с девочками, она четко вплетала, да, вот, ну, если вы почитаете, ну, саму публикацию, она говорила одновременно, да, о красоте, изумрудном цвете, об орнаменте, и тут же буквально продолжение этой же строки, да, вот этого же предложения, она вплетала туда истории, ну, вот жизненные, судьбу, ну, истории из жизни крымских татар. Ну, для меня очень дорогого это стоит, вот действительно. Ти так замріялася
слухаю Ні, ще. просто дуже красиво, я не ще дивлюся. А ви взагалі моделью теж працювали раніше, ні? Чи це для вас я новий такий когда досвід? училась в университете, да, я работала моделью параллельно, но я выбрала для себя другой путь. А розкажіть, а ви в своїй роботі дизайнера, ви використовуєте взагалі якісь мотиви традиційні, так? Да, вот как мы познакомились с Лианой изначально, я создала коллекцию, когда училась в университете в 2013 году, и использовала принты на них, ну, на одежде, по мотивам крымско-татарских ковров. Лиана написала на своем блоге в этой коллекции, и мы с ней встретились и познакомились. Тобто це вже не перша ваша співпраця Да. з нею, да? Ні, просто я вже зараз зрозуміла, що Ліана це така дуже відома блогерка, тобто ще Вог Вогом, а вона ще й сама по собі має величезне коло шанувальників в цілому світі, правильно? Тобто це ще можна казати і окрім Вогу, що в принципі це дуже відома блогерка. І тобто вона світова. знайшла для себе таке цікаве джерело, да? От зараз Ні, в ну тому. бачиш, вже вдруге її ця тема цікавить і чіпляє. А тепер от запитання від мене до дівчат. Наскільки це взагалі цікаво для світу моди? От цей одяг, цей... Ну, розумієш, мода, вона ж черпає все з історії все одно. Ну, по великому рахунку, вона не може виникнути без ніякого минулого. От ти б побачила Тобто, як правило, з точки зору жінки, яка цікавиться модою і розуміється на ній. Це ні, ну як? я дуже люблю такі речі. Я б насправді навіть би одне би плаття не проти мати в себе в шафі, кудись вдягнути і піти. Чому? Та традиційний одяг. Насправді, ти знаєш, що вечірнє, що таке black tie? Да? Ну це от, я знаю, це смокінги у нас чули, я один раз одягався. А в цей жіночому, папільйон, в жіночому варіанті знаєш, що це або вечірня сукня, або національне вбрання. Ага. Тобто національне вбрання, воно насправді це відноситься до black tie. Да. Тобто, якщо хтось не має в чому піти і не має хорошої сукні вечірньої, то просто вдягає національне І ви вбрання. ідеї зараз робите колекції. Да. І ви берете участь в Ukraine Fashion Week? І чи- Нет, пока нет. На данный момент я работаю над своей коллекцией, но у меня сейчас бренд повседневной одежды. Я также работаю над коллекцией, которую хочу показать осенью. В ней я буду использовать крымско-татарские мотивы снова. Вся колекція буде такою. Да, но это будет современная одежда. Это не будет одежда, не будет реконструкции. Это будет современная одежда, которая интегрирована в нашу повседневную жизнь, но в которой присутствуют элементы крымско-татарского А що ви костюма. використаєте? Орнаменти чи навпаки цікаві такі рукава, які ми Да, бачили? мне нравятся очень какие-то элементы, рукава, рубашки, которые одевали под платье, очень красивые формы. Сам костюм, его форма, какие-то застежки, это все, ну, мне очень Ти, интересно. думаю, цього не знаєш, але слідкується через Фейсбук. В Криму зараз надпопулярна і є вже кілька різних брендів, щонайменше 3. Це фески. Коли я повернувся з Києва 2011-го до Криму, а це коли АТР перезапускався, люди, які носили фески, вже з'явилися там дві дівчини на Сімферополь, на Ахмеджит. Це сприймалося якось як дивакуватість така трошки. І раптом, от після окупації, це така ознака, якби ми кримські татари, знаєш, якби ми, якщо ми не можемо навіть протестувати або бути там політично висловлюватися щось проти, ми от демонструємо себе так. І багато дуже модних або навіть багатих жінок, які дозволяють собі всі ці Дольче Габбана, Валентіна і там, що там у вас там є, що в переліку перших Зара, ліній. у нас Зара. Це можливо там кілька таких жінок. Вони почали дозволяти собі одягати з цим дорогим вбранням фески, і фески стали теж, я дивлюся, там якісь ціни. Да, ви згодні? Чи і, це- Конечно, як вам- это як очень вам це яркий элемент культурной самоидентификации. Вони тепер схожі на французькі шляпки, знаєш, це от як частина... А ви носите? Я не. Ні, ви знайомі з цією культурою фесів і постійних Ну, очень презентацій? нет. Да? Да, я Опыта. вижу. Ну, я вообще много лет танцевала, и Ні, костюм. от це інше. Танцювати, а от те, що я бачу, всі ці вечірки, прийоми якісь там, і на яких зараз я щас- феси стають частиною постійного одягу. Як ви це сприймаєте? Чи це є, може бути постійним елементом навіть тут? От, і чи можна його розповсюдити за межі кримсько-татарського побуту зараз? Я не могу пока сказать на данный момент. Мне кажется, просто мода постоянно меняется, и люди сегодня им нравится одно, завтра им нравится другое, но все-таки у некоторых людей есть свой стиль, да, они не гонятся за модой, и они будут продолжать носить феску и дальше. А ви щось носите в житті з традиційного вбрання або прикрас?
Я да. У меня есть, ну, у моей мамы пояс старинный, которому очень много лет, ну, из серебра. И я его интегрирую в современный костюм, надеваю на какие-то лаконичные платья. Это очень красиво. Я идентифицируюсь украшениями ювелирными крымско-татарскими, именно созданными в Ахчисараї, да, от руками Айдара. Ну, це інше Тому, трошки. Це ж таке А. ювелірка, це всі зможуть собі дозволити. А от дозволити собі з національного носити, я не знаю, чи... Ти Ну, чого? на самом деле, мне кажется, у каждого... Я не бачу просто, в яких капелюхах я інколи ходжу. Я вже зараз подумала, що треба домовлятися з кимось після ефіру. Ну, на самом деле абсолютно очевидно, да, и ну, люди, которые ну, занимаются профессионально вот, исследованиями, они говорят, что все сложные периоды жизни, вот первое, что делает человек, он ну, вот, идентифицирует себя для того, чтобы именно вот в том контексте, о котором мы говорим, да, связанном сейчас с этими ну, печальными событиями, которые происходили в Крыму. И поэтому, ну, это ж не случайность, действительно. То есть, да, если говорить 20-летний длительный период, и когда малое количество людей себя, да, идентифицировали, скажем так, вот именно посредством культурной идентификации говорили, я там крымская татарка, я крымский татарин. Точно так же Халпах. Ну, мужчины ведь ну, не так часто носили, обратите внимание, как сегодня это происходит. И на самом деле вот у этого, ну, вот, скажем, ну, феноменом, не знаю, правильно ли это будет назвать, да, есть очень хороший и очень такой глубокий посыл, потому что на сегодняшний день вот элемент вот такой самоидентификации, он еще является очень четким, как бы сказать, ну, шагом, да, к популяризации, ну, является элементом публичной дипломатии. То есть мы говорим о том, что мы крымские татары, мы не стесняемся этого, мы гордимся этим. Я, до речі, Поэтому- хотіла от запитати, ви, в принципі, як радниця міністра культури, це все дуже класно, значить, ВОГ, але як ви вважаєте, чи достатньо Україна, держава, робить для розвитку культури кримських татар? Мгм. Ну, знаете, Міністерство культури в тому числі взяти. Тобто ми з політичної точки зору, ми тут недавно розмовляли і зрозуміли, що практично нічого не робить. А от з культурної точки зору, наверное, ви знаете, радниця міністра культури, він Да. взагалі цікавиться цією темою? Якісь є програми зараз? вот смотрите, для меня лично вот дискурс жертвы, да, не работает он, потому что я все-таки равняюсь больше на европейские стандарты. И поэтому, если ты что-то хочешь делать, возьми и покажи, как это нужно сделать, а не сидеть и ждать и говорить, сделайте что-либо. На самом деле, первое время меня очень, ну, немножко так задевало, да, вот ну, такой конструкт в коммуникациях с людьми из культурной сферы. Там, вот мы проводим подобные, там, какое-то мероприятие, конференцию. Приходите со своим, да, и думала, ну почему же своим? Это ж наше, говорите, приходите и подключайтесь. И на сегодняшний день я понимаю, что никто больше, чем мы, как носители с материнской территории, да, наши бабушки, дедушки, не то, как мы, нашу культуру прочувствовать, понять и оценить не сможет. И поэтому это в наших руках, и поэтому я в Министерство культуры пришла с четким конструктом. Ну, я по сути, по роду своей деятельности стратегический менеджер. Да, я занимаюсь аналитикой, я занимаюсь построением концепта и, соответственно, конструктов, стратегий. То есть это вот, да, мое. И я пришла именно с четким пониманием, какие векторы мы должны для себя выбрать, какие первостепенные задачи, что мы делать должны сейчас, что-то, ну, то есть пріоритизувати, да? Точно, у нас дуже мало часу. Які першочергові завдання, які ви для себе виділили? Ну, наверное, давайте, если мы будем говорить, потому что если говорить о первостепенных задачах самой стратегии, это реально будет очень долго. Да? У нас мало времени. У нас 2 Ні, просто хвилини. Я, наверное, скажу, давайте вот о том здесь и сейчас и сегодня. Да? Перед нами сегодня стоит достаточно, ну, очень большая ответственность развития Крымского дома. Давайте, наверное, я сегодня первый раз об этом позволю себе сказать. И я думаю, что сочетание вот с таким приятным событием, да, мы сегодня к вам идем с идеей, пришли с позитивом и говорим о приятных вещах, в общем-то, и событиях. Мне очень хотелось бы, чтобы в ближайшее время деятельность Крымского дома для нас, на самом деле, очень непростой перед нами стоит, да, непростая задача, очень будет долгий и сложный путь, некой такой, ну, позволю себе сказать, перезагрузки, да, и именно это будет возможность старта многих инициатив, которые на сегодняшний день уже есть.
Мы к этому готовы, но для этого нужно создать условия. И говоря о Министерстве культуры, о коллегах, да, и говоря непосредственно о самом министре, на самом деле, вы знаете, я ощущаю себя очень комфортно в коммуникациях. И у меня нет ощущения какого-то отторжения или сопротивления. Все инициативы поддерживаются, и реально нам идут навстречу и поддерживают наши инициативы. Поэтому, я думаю, у нас будет через какое-то время еще раз повод встретиться, чтобы говорить о том, как у нас все это будет В получаться. всякому разі, я вам бажаю, щоб ми через якийсь час зустрілися, і ви якісь свої проекти нам показали, розказали, а ми з гордістю сказали, що про них говорить весь світ, тому що ви їх придумали, зініціювали і зробили. Ідія Карімова, дизайнер, Есман Шива, радник міністра культури України. А зі мною в студії працювала сьогодні для вас Наталка Якимович. Осман Пашаєв. Прощаємося. Прощаємося. Гарних Ми з вам вами зустрінемося вихідних. вже в понеділок разом з Оксаною Денисовою. До зустрічі.